Так, за новыми партами школьники сегодня вместе с президентом. На доске вместо мела цифровая ручка. Первоклассники танцуют и на вопрос «как дела?» отвечают именно так. Норма 36 – так называется новая школа в Нижнекамске. Для города она первая за последние 17 лет, но зато какая. Обучение в рамках концепции «школа без отстающих». Так ученики будут решать изобретательские задачи, а после уроков их ждут специальные курсы – электротехника, черчение, химический анализ, строительство и промышленная робототехника. Первый Б-класс мы попали. Сразу в такую школу вообще, нам очень понравилось здесь. Очень все организовано, красиво, новая школа. Здорово вообще. Нам повезло еще с учительницей, и так получилось то, что у нашей учительницы, я еще учился в свое время, то есть вот такой вот нюанс интересный. В первый класс в норму 36 сегодня пошли 287 нижнекамцев. Всего же школа приняла больше 1000 учеников. Дети наше будущее, и, конечно же, они должны учиться в хороших условиях, с хорошей программой. И те навыки, которые они получат в садике, в школе, это необходимость, которая им пригодится в их жизни. Раз, два, голова разорена, 3, 4. Рядом с новой школой и новый детсад. У девочек бальные танцы, у мальчиков карате. Так уже в день открытия здесь встречают малышей. Для 300 детей доступны голокамера, сенсорная комната и кабинет физиотерапии. В штате у нас логопед, педагог-психолог, хореограф, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. То есть вот по всем этим направлениям у нас как по основному образованию будет идти работа, так и по дополнительным услугам. Детский сад и школа будут работать в связке. Их строительство обошлось в 757 миллионов рублей в рамках республиканской программы. Так, за последние 8 лет в Татарстане построено уже 50 школ, и это не предел. В республике решается вопрос со школьными местами для детей 2000-х. Салават Мухаммадуллин, Ишат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск.